Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, достор. Today I'm going to the post office. I would like to send a postcard from Kyrgyzstan to my mother. Если вы собрались пойти на почту, то фразы сегодняшнего диалога наверняка окажутся вам полезными, а заодно несколько выражений благодарности. If you plan to go to the post office, then the phrases from today's dialogue will be very helpful, as well as some phrases of gratitude. Итак, сегодня в передаче «Бүгүнкү телеберүүдө». Устойчивые выражения из повседневной жизни. Set expressions from everyday life. Кыргызстанга кош келиңиздер. Приключения иностранцев в Кыргызстане. Adventures of foreign tourists in Kyrgyzstan. Кызыктар дүйнөсү. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Interesting facts from Kyrgyz history and culture. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, F, H, Ц, Ч, Ш, Ş, ажыратуу белгиси, ы, жумшартуу белгиси, ю, я. Ж, жаргылчак, жа, жолборс. Рахмат. Спасибо. Thanks. Thank you. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Большое спасибо. Thank you very much. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мен сизге өтө ыраазымын. Я вам очень признателен. Much obliged. Мен сизге өтө ыраазымын. Мен сизге өтө ыраазымын. Сизге чын жүрөктөн ыраазымын. Благодарю вас от всего сердца. Thank you with all of my heart. Сизге чын жүрөктөн ыраазымын. Сизге чын жүрөктөн ыраазымын. Атайын чакырганыңызга чоң рахмат. Спасибо за приглашение. Thank you for the invitation. Атайын чакырганыңызга чоң рахмат. Атайын чакырганыңызга чоң рахмат. Жылуу кабыл алганыңызга ыраазымын. Спасибо за теплый прием. Thank you for the warm welcome. Жылуу кабыл алганыңызга ыраазымын. Жылуу кабыл алганыңызга ыраазымын. Меймандостугуңузга ыраазымын. Спасибо за гостеприимство. Thanks for the hospitality. Меймандостугуңузга ыраазымын. Меймандостугуңузга ыраазымын. Кызматыңыз үчүн рахмат. Спасибо за услугу. Thanks for the service. Кызматыңыз үчүн рахмат. Кызматыңыз үчүн рахмат. Жардамыңызга рахмат. Спасибо за помощь. Thank you for your help. Жардамыңызга рахмат. Жардамыңызга рахмат. Белекти тартуулаганыңызга рахмат. Спасибо за подарок. Thank you for the present. Белекти тартуулаганыңызга рахмат. Белекти тартуулаганыңызга рахмат. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Спасибо за внимание. Thanks for your attention. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Алдын ала ыраазычылык билдирем. Заранее благодарю. Thanks in advance. Алдын ала ыраазычылык билдирем. Алдын ала ыраазычылык билдирем. Эч нерсе эмес. Не за что. Not at all. It's nothing. Эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес. Кечиресиз, бул байланыш түнүбү?
Кечиресиз, бул байланыш түнүбү? Извините, это отделение связи? Excuse me, is this the post office? Извините, Excuse. это This. It. отделение связи. Post office. Кечиресиз, бул байланыш түнүбү? Ооба, кош келиңиz. Мен кат жөнөтөйм дедим эле. Мен кат жөнөтөйм дедим эле. Я хотел бы отправить письмо. I'd like to mail a letter. Я. I. Письмо. Letter. Отправлять. To send. Мен кат жөнөтөйм дедим эле. Мүмкүн болсо мага конверт берип коесузбу? Мүмкүн болсо мага конверт берип коесузбу? Вы не смогли бы мне дать конверт? Could you please give me an envelope? Возможный. Possible. Быть. To be. Мне. To me. Конверт. Envelope. Давать. To give. Мүмкүн болсо мага конверт берип коесузбу? Конверт, кайсынысын? Конверт, кайсынысын? Конверт. Который из них? Envelope. Which one? Конверт, кайсынысын? Мүмкүн болсо эл аралык. Мүмкүн болсо эл аралык. Если можно, международный. International, please. Возможный. Possible. Быть. To be. Международный. International. Мүмкүн болсо эл аралык. Кыргызстандын кооз көрүнүштөрү түшүрүлгөн открыткаларды кайсы жерден тапсам болот? Кыргызстандын кооз көрүнүштөрү түшүрүлгөн открыткаларды кайсы жерден тапсам болот? Где я могу найти открытки с красивыми видами Кыргызстана? Where can I find some postcards with beautiful views of Kyrgyzstan? Красивый. Beautiful. Вид. View. Запечатленный. Taken. Открытка. Envelope. Какой? What? Место. Place. Находить. To find. Кыргызстандын кооз көрүнүштөрү түшүрүлгөн открыткаларды кайсы жерден тапсам болот? Тетигил жерден. Тетигил жерден. Вон там. Over there. То That. место. Place. Тетигил жерден. Рахмат. Мен бул катты Жапонияга жөнөтөм дедим эле. Мен бул катты Жапонияга жөнөтөм дедим эле. Я хотел бы отправить это письмо в Японию. I'd like to send this letter to Japan. Я. I. Это. This. Письмо. Letter. Япония. Japan. Отправлять. To send. Мен бул катты Жапонияга жөнөтөм дедим эле. Жөнөкөй же аба почтасы мененби? Жөнөкөй же аба почтасы мененби? Обычной почтой или авиапочтой? Regular or airmail? Обычный Regular. или Or. воздушный. Air. Почта. Post. Посредством. By. Via. Жөнөкөй же аба почтасы мененби? Аба почтасы менен. Атайы заказ менен жиберсе болобу? Атайы заказ менен жиберсе болобу? Авиапочтой. Могу ли я отправить это заказным? By airmail. May I send it by registered mail? Специальный Special. заказ Order. с помощью By. With. отправлять. To send. Mail. Атайы заказ менен жиберсе болобу? Албетте, мына бул мөр. Албетте, мына бул мөр. Конечно. Вот печать. Of course. Here's a stamp. Конечно. Of course. Вот Here. это This. It. печать. Stamp. Албетте, мына бул мөр. Канча төлөшүп керек? Канча төлөшүп керек? Сколько я должен заплатить? How much should I пay? Сколько? How much? How many? Платить To pay. нужно, необходимо. Necessary. Канча төлөшүп керек? 33 сом. 33 сом. 33 сом. 33 sum. 33 сом. Рахмат, жакшы калыңыздар. Рахмат, келип туруңуздар. Let's see the table of pronouns again. Давайте еще раз взглянем на таблицу местоимений. Анухтама таточтор. Определительные местоимения. Definite pronouns. Определительные местоимения образуются сочетанием местоимения ар, что означает каждый, всякий, с другим местоимением или числительным, или наречием. Definite pronouns are formed by combining the pronoun ar, which means every, each, with another pronoun, numeral, or adverb. For example, Например, аргим – каждый, о людях.
everybody, everyone, each person. It's about people. Арнерси – каждый о неодушевленных предметах. Everything, about things. Арбир – каждый о людях и неодушевленных предметах. Each one, about people and things. Аргайсы – всякий. Every, any. Аргачан – всегда и другие. Every time, and others. Определительные местоимения арбир, аргим, арнерси могут выступать в предложении самостоятельно и склоняться как существительные. The definite pronouns arbir, arkim, and arnerse can be used in a sentence independently and Declined as a noun. Местоимения аргайсы, иногда арбир, могут выступать в предложении и в роли определения, то есть перед существительным, и в этом случае они не меняются. The pronoun arkaisu and sometimes arbir can be used in a sentence as the attribute, the modifier that is followed by a noun. And in this case, it doesn't change. Özdük atatoçtor. Возвратные местоимения. Reflexive pronouns. В кыргызском языке к возвратным местоимениям относится одно местоимение – öz, которое выражает значение «свой», «сам». In Kyrgyz, as reflexive pronouns, we can use one pronoun, öz, which expresses the meaning myself, yourself, etc. В большинстве случаев он склоняется как существительное, то есть меняется по лицам, числам и падежам. Commonly, It can be declined as a noun. and changed by grammatical person, number, and case. Например, «Мен özüm gördüm», «Я сам видел», I saw it myself. «Sen özün жасадың», «Ты сам сделал», You made it by yourself. «Özüңчü», «А ты сам». And you? Чаще всего местоимение «öz» употребляется с суффиксами принадлежности. Often the pronoun öz is used with possessive suffixes. «Özüm» переводится как «я сам», Myself, «Özüң» – «ты сам», yourself, И другие. and others. «Жалпылағыч ататочтор» – собирательные местоимения. Collective pronouns. К собирательным местоимениям в кыргызском языке относятся слова With collective pronouns, we can refer the following words. «бүтүн», «бүткүл», «весь», «целиком», «полностью», Everything, whole, entire. «баары», «бардык», «все», «все». All. Местоимения «бүтүн», «бүткүл», «бардык» чаще всего выступают в предложении в роли определения и стоят перед определяемым словом. Pronouns bütün, bütkül, bardık often can be used in a sentence as the attribute and put in front of the determiner. Например, «бүтүн бөлүк», «весь кусок», «целый кусок», Whole part, «бүткүл дүйнө», «весь мир», whole world, «бардык мугалимдер», «все учителя». all teachers. Однако местоимения «баары» и «бардык» могут также выступать в предложении в роли определяемого слова и, присоединяя к себе аффиксы принадлежности, спрягаться. However, pronouns barı and bardık can also be used as the determiner. Adding possessive pronouns, they can also be conjugated. Например, «баары жайында», «все в порядке», Everything is all right. «мугалимдердин баары билишет» или «мугалимдердин баардыгы билишет» переводится как «все учителя знают». Can be translated as all teachers know. В этом случае предшествующее ему слово, определение, чаще стоит в форме родительного, реже именительного падежа. In this case, a preceding word, the attribute, is commonly used in genitive, much rare in nominative cases. Декоративно-прикладное искусство кыргызов уходит корнями в древние века и отражает в себе духовную и материальную культуру своего народа, его нескончаемое стремление к красоте. Kyrgyz decorative and applied arts have centuries-old roots and reflect the spiritual and material culture of the Kyrgyz people, their inexhaustible aspiration for beauty. Занимаясь главным образом охотой и скотоводством, иногда земледелием, кыргызы вели кочевой и полукочевой образ жизни.
Occupied essentially with hunting, cattle breeding, and sometimes agriculture, the Kyrgyz led a nomadic and semi-nomadic way of life. Производство, связанное с обработкой продуктов животноводства, растительного сырья и металлов, и легли в основу развития декоративно-прикладного искусства. The animal, plant, and metal products of this nomadic way of life underlay the development of the decorative and applied arts. К его основным видам относятся The main types are изделия из орнаментированного войлока шардак алагиис, а также изделия, изготовленные из шерсти с помощью ручного веретена йик или ткацкого станка örmük, занимают особое место среди видов декоративно-прикладного искусства. Among all the decorative and applied arts of Kyrgyzstan, the most famous are the ornamental felt shirdak, alakis, and various articles made from wool using a spindle and loom. Узорная циновка, the patterned mat, плетение циновок из стеблей растения чи, отличающихся своей длиной, ровностью, прочностью и одновременно легкостью, или камыша, и издавна известно народам Центральной Азии. The wattling of the patterned mat is made from the steppe plant chi, which is notable for its length, evenness, strength, and lightness. Or it's made of a cane, which is well known among people of Central Asia since antiquity. Оплетенные разноцветной овечьей, реже пушистой верблюжьей шерстью циновки широко использовались в юрте для огораживания решетчатого остова, в качестве подкладки для войлочного завеса на входе, подстилки под войлочные ковры, в качестве ширмы ашкана, которая отделяла хозяйственный уголок. Wound in sheep's wool or sometimes camel's wool, the mats are widely used in yurts for enclosing the walls, for lining the felt curtain in the entrance, for bedding, and for separating the household corner in the form of a screen, ashkana. Тиснение по коже – другой вид искусства. После предварительной обработки шкур и кожи из них шили одежду и обувь, делали части конского снаряжения. Из кожи изготавливали сундучки джагдан, посуды для хранения кумыса и других молочных продуктов гюкür, гүнүк, футляры для хранения пиал, чиныкап и другие предметы хозяйственного обихода. Leather stamping is another type of applied arts. After processing the skin, craftsmen sew clothes and footwear, making some parts of the horse harness and or belts. From leather, they made boxes, jakdan, vessels for kumlas and other milk products, gukur, gunuk, drinking bowl cases, shinlikap, and other domestic articles. Дерево-обделочные работы мастеров Чигач-Уста заключались главным образом в изготовлении остовов юрт, ленчиков для сёдел, сундуков, колыбелей, бытовых предметов, как, например, футляров для пиал, чинакап, черпаков, чумюч, мешалки для кумыса, бишкек, шестов-вешалок для одежды и для конской сбруи, алабахан и другие. Woodworking of craftsmen, jigach usta, essentially consists of making the yurt frames, saddle trees, trunks, cradles, and various household things like drinking bowl cases, chinnikap, scoops, chimuch, kumus stirring rod, bishkek, a pole for hanging clothes and trappings, alabakan, and others. В качестве материала использовались различные породы дерева – береза, тополь, ива, орех, арча. As material, they use different types of wood, such as birch, poplar, willow, nut tree, juniper, archa. Художественная обработка металла кыргызам знакома уже давно. Artistic metalworking has been present among the Kyrgyz people since ancient times. Из железа и серебра кузнецы Темир-Уста, ювелиры Күмүш-Уста или Зергер с высоким художественным вкусом изготавливали различные изделия. Конское снаряжение, женские украшения, украшения для мужских поясов, оружие и орудия труда. With high artistic taste, the ironsmith or Timir Usta and the jeweler Gümüş Usta made different articles from iron and silver. Horse harness, women's decorations, men's belts, weapons and tools. Мастера по наследству передавали такие приемы художественной обработки изделий, как гравировка, ажурная резьба, аппликация, чеканка, золочение, серебрение и другие. Craftsmen transmit such artistic metalworking techniques as engraving, openwork ornamentation, application, coining, gilding, silvering, and others. Вот и подошел к концу очередной выпуск нашей передачи. До скорой встречи. See you later. Goodbye. Jakşı kalınızlar. Саламатта болуңуздар.